Действительно, Борис Дугданович у нас выдающийся борец, но у нас в Бурятии пока нет такого человека, который достиг столько результатов. И я его лично с малых лет знаю, как со школьной скамьи. Я как тренером работал, работать начал, он заниматься начал тоже. И вместе ездили на многие соревнования, и я смотрел, как он боролся. Действительно, говорят, ему памятник можно поставить на родине, здесь у нас, в Улан-Удэ, как боролся, как схватки до конца доводил, сколько хоть проигрывал он, все, вперед, вперед. Вот такого человека у нас пока мало. Есть, конечно, ребята, но очень мало. Борис Дугданович, действительно, я в Москве был, спартакиада народов России было, 83-го года. Как раз я там был, смотрел, как схватка Яхьяев, Будаев, он проигрывал 1-0. Оставалось каких-то 15 секунд, он и до конца шел, и его на прием поймал и выиграл на туше. И вышел в финал спартакиада народов, как раз боролся с Арсеном Фадзаевым, который фотография, это есть сейчас плакат, два борца есть же, бросок делает как раз Фадзаев, Будаев, вот этот плакат есть. Конечно, он как человек тоже, как играющий тренер, много помогал своим борцам, который сейчас борется, который раньше поколение даже был. Все время подсказывал, как бороться, как тренироваться надо. С его примером следовали многие борцы. И дисциплина, самодисциплина, и трудолюбие главное. Очень большое трудолюбие у него. Мог он целый день тренироваться. С собой чай, кофе принесет, покушать, и сразу на ковер выходит, энергия уже появляется. И наши ребята тоже пример берут с него и стараются, подражают ему. Хорошо, что вот такой турнир у нас организован и проходит очень нынче, особенно на очень высоком уровне. На ковер А приглашаются борцы весовой категории 85 килограммов. Виталий Кудрявцев, Красноярск, Евгений Болтов, Кемерово. Слава у него вообще не проявляется. Он как был, каким был, начинал спортивную карьеру, такой же есть. Даже еще лучше, наверное, стал. С каждым человеком, кто обращается, поздоровается, поговорит, спросит о семье, детях, все. Такое есть он, наш Борис Дугданович, действительно. Уважает, как Борис Дугданович, слово закон, если что попросит или что скажет, все выполняют как. Но наш это самый уважаемый человек, действительно. Просим зайти к главному судейскому столу Виктора Бушуева. Он прославляет отечественную, традиционную, бурятскую борьбу и представляет наш народ на международной арене и, значит, культивирует спорт, здоровый образ жизни, молодежи особенно. В наше трудное время, чтобы люди, молодые люди занимались спортом, а ничем иным другим, чтобы быть здоровыми, чтобы продолжить строительство нашего нового общества.
вспомнить, что лично мне показал вот Клинцов лед, вот это на накаты на ковре, вот показал в борцовском зале Динамо, когда мы были. Вот если это когда сделаешь, научишься, тебя никогда никто не выиграет. Видимо, есть вот это, то, что никто не может выиграть. Я вам что могу сказать. А кто делал Продолжается Кубка России среди клубных команд. Победитель. Борю я знаю давно, даже можно сказать со школьных лет. Он выходец из Баргузинской долины, значит, на берегу Байкала вырос вот такой большой наш знаменитый батор, который прославил Бурятию родную, Азию и стал, значит, чемпионом мира, так? Значит, его знают во всех уголках нашей необъятной России, значит, Монголии, Китая, значит, Америки, Англии, Франции и так далее, значит. Его имя, значит, давно известно всем ведущим, значит, борцам, значит, нашей планеты, Земля. Ну, хотелось бы ему пожелать, чтобы каждый год, значит, все краше и краше становился его турниры. Когда он поехал на чемпионат мира, он, значит, пришел ко мне домой и говорит: Матвей Равданович, осветите мой путь, дорожку. Я еду на чемпионат. Я ему, значит, осветил путь-дорожку и, значит, был рад, что именно ко мне он обратился, и вдвойне был рад, когда он стал чемпионом мира. Победу держал Ачиргангинов, Республика Бурятия. И становится победителем 5-го международного турнира на призы прославленного Бориса Будаева. Награждение победителя проводит заслуженный мастер спорта Борис Дугданович Будаев. Ачиргангинов награждается золотой медалью, дипломом первой степени, денежной премией в размере $1000 США. Победителю этой весовой категории Ачиру Гамдинову специальный приз. Но на турнире играю Унгуржахада и Ну, еще давно, это, не знаю, лет 10 тому назад, еще с ним познакомился, мы дружим. И нас часто раньше встречали, я за границей еду, он куда-то тоже своих, с какого-нибудь соревнования возвращается. Обычно у нас стыковка в Москве. И вот я очень горжусь, радуюсь. Желаю ему всего всяких благ. А какой-нибудь случай такой, вот какой-нибудь разговор интересный, ну или просто как он себя проявил как-то, вы можете вспомнить какой-нибудь такой? Вспоминающийся что-нибудь? Ой, каждый раз очень много встреч, мы всегда вспоминаем.
Помню, вот большая встреча, когда он из Америки мы отправили вот чемпиона мира тренировочный костюм. Там был Борис, чемпион написано. Специально его коллеги, друзья из Америки отправили. Как раз мы получали его, отправили, мы получили, как раз в Москве развернули. Вот, говорю, впервые вот именно никому, а бурятскому сыну не наши написали, а именно с Америки отправили. Это было для меня было очень большое событие. Мы дружим с семьями, и дети наши дружат. В общем, это очень давняя наша дружба. И я этим горжусь и рад. Вы часто встречаетесь? Встречаемся часто. Что делаете? Что мы делаем? Ездим к нему на дачу, на Байкал. Здесь, когда какие-то события, ну, также мероприятия, когда проходят, мы вместе участвуем. Вот, так как Борис Дугданович, он депутат Народного хорала, он и ведет общественную работу. И я как артист на мероприятиях тоже встречаемся. Вот так. А музыку он любит? Любит. Это наш композитор Анатолий Андреев с поэтом Гунга Чемитовым написали песню наш Борис Будаев. Но эту песню мы позапрошлом году пели. Вот мы в этом году планируем записать его вообще на радиокомитете, и чтобы она звучала уже как на открытии следующем. Вы не можете ее напеть? Сейчас я не смогу, потому что эту песню пела Галина Сайдыкбаева. Dans ma ville, j'ai été dans le comité d'organisation des championnats du monde de 1989. Et il a fait la médaille d'or. Когда Борис завоевал золото. Что вы о нем скажете, как о человеке, спортсмене, о Борисе Будаеве? Donc le souvenir qui me reste, c'est le souvenir de Martigny. C'est en 1989 et je le revois aujourd'hui, cette semaine, ici. Pour moi, c'est un athlète méritant. Et je suis enchanté que tout le peuple, tout le monde le prend, le félicite pour ce qu'il a fait pour le sport et qu'il fera encore pour la lutte. Monsieur Десима помнит Бориса еще со времен 1989 года. 89 года, когда он завоевал золото. И сейчас он счастлив увидеть Бориса. Также он рад за нас и рад за то, что мы выражаем свою признательность, выражаем свое уважение к Борису за его спортивное прошлое.